Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. Решение социально-экономических проблем региона, развитие туризма и борьба с майнинговыми фермами. Какие еще вопросы поднял глава региона на расширенном совещании, смотрите в нашем выпуске. Чеченская мода в Париже. Айшат Кадырова представила во Франции свою новую коллекцию «История любви». Вдохновением для наших принтов послужили горы, небо и Эдельвейс. Именно этот цветок является талисманом любви и верности. Наступил священный месяц Раджаб. В чем его особенности и как его встретили в Чеченской Республике? Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джумуа-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Имам пятничной молитвы Адам Шахидов рассказал об обязанности мусульман следовать Корану и Сунне, чтить пророков и авлия, проявлять заботу об окружающих и распространять истинные ценности ислама. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يرمي بوسمنا وزي سيلا وشواج الله دال بوش سيلا قرآن شوح إيمان دلنج أهلني قيقا بيش هاي إيمان دلناخ أش الله دال غدح دال شنا غدير دوشنا شكوغش صوصور بوشون سورتا انت اخبول شخيناح غازوة عشوت أمي عدول شخيناح نيس نوقح شكوغش صوصور ببوخ دال وي غدر بوخشن معن مودن تفسير أهلنا ديل دين وي غدر ديل يلشن شريعة وي غدر ديل أولياء أشنا ديل جرجر شرنا وي غدر أطني دعوة ميلدو الله دال وين غدير دولشتو إذا علمنا هر آية الله دال شيلشنا طولن بالريح دعوتين دولشتو زكون موخر در إسن دوشن بوخ وي ديل دين عنيس ديل دوي الله دال وين طولن نربشون ديل دينا وين نسلوش داتي وي برت باتي وي ديل يلچن متعداتي الله دال وين طولم نربش باتشون. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел выездное совещание во Владикавказе. Это ежегодная встреча с главами регионов Северного Кавказа. Она проводится по поручению Владимира Путина. Ее посетил и Рамзан Хаджи Кадыров. Здесь обсудили ход реализации решений прошлогоднего совещания. В основном это профилактика и борьба с коррупцией, меры по обеспечению безопасности населения на транспорте, профилактика экстремизма и терроризма. В рамках работы по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки на территории округа правоохранительными органами реализован комплекс мероприятий, направленных на противодействие террористической и экстремистской деятельности. В результате пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе 9 терактов. Задержано 230 боевиков. Глава республики провел расширенное совещание с правительством, парламентом, руководителями правоохранительных органов и представителями духовенства. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал о больших задачах, которые предстоит решить для улучшения социально-экономической ситуации. Какие еще вопросы поднимались, смотрите в следующем материале. В этом зале собрались лидеры пути Ахмата Хаджи Кадырова. Начиная совещание, глава республики поздравляет всех с наступлением священного месяца Раджаб. Ни на кого не возлагается сверх его возможностей, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Поэтому каждый должен трудиться, чтобы достичь максимальных показателей, независимо от того, какую должность он занимает. ديل ده نيتش الله وقصة يكشي وين لبوي أوترسل دون طان حيوشل وين يوش كروش دون وين برت بوش ثاني ويدون أهي جاها وين هوشر دقو ديك بوا بالربو ويعوش موكد ما وين يستان حلا دارات دادول ويعوش موكد خاش دقو كده جيه
разные тайпы, что разные ярчки, разные вирчду, мосомаду, ну и рош мухет, магавай, да, сон. Коснулся глава республики и вопроса о так называемых майнинг-фермах. Своей незаконной деятельностью их владельцы наносят большой ущерб энергосистеме республики. От этого страдают простые потребители. ساعات عياق شوات حياق ولج شنكور تعبرش مش بدونش حينه ويق مسيري دونش وين دون أبيك شكايوش وينش تانكريش بيشبو وين دون ويو أبو كان أحسلوش بوش أق ويدك أنتي دو ويهوني تعمد عجين تيوش تنتي بيخيش دون أق دون تنالوج يهوني نالوج ليلش Навости будут. Стан последний раз. Мекш дать чунью а участие даже скажем пощад горячен. В наступившем году предстоит решить много задач. Одна из главных — развитие инфраструктуры туризма. В этом будут задействованы все. В регион приезжают туристы из многих стран мира, и важно, чтобы у них оставались хорошие впечатления. Годон туризма додон. Муслимс дона председатель правительства дона. Квачкечин программаю. Атацдон наработка шиги шути гадастан наработка диешто дастан с администрацией надон представитель поручить дина дастан хорна шди гади главре онс диешто главре онс дирду министерство ведомств дало что царь дирду ака арч изне арч диеш болчардон фонди элна ош аука арч дирду цахала первый этап и дастан Первый, второй, третий этап хаш шарадона, по этап новый дона, мелла ишдона, бо зарас аязин долом миллиард шдона, ош где-то дастон, но по этап новый на духу долом что, войн риск сих долу дошел духу дастон. Заканчивая совещание, глава региона поблагодарил всех за работу. Также он поздравил спикера регионального парламента Магомеда Даудова с днем рождения. Шамиль Эрсанбиев, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В минувший вторник наступил священный месяц Раджаб. Это один из 4 запретных месяцев, в которых увеличивается воздаяние за благие дела. В этот месяц произошло и одно значимое событие – ночное путешествие пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Иерусалим и его вознесение на небо. В республике в честь этого ежегодно проходят большие мероприятия, мавлиды и зикры. О достоинстве Раджаба и о том, какие деяния богословы советуют совершать чаще, смотрите далее в сюжете. Возвеличенный Аллахом месяц Раджаб в Урус-Мартановском районе встречают вечером нашидов. Воспитанники детского сада Малх из селения Гойты исполнили религиозные песнопения. Религиозные мероприятия, шанкич машбой, беш, кинашидиш амютиш, дакуяш, ох, шарах, ялх мероприятия. Рабиул авала, мархебут, болуш, мархебут, чакболш, мероприятия. Также ребята читали проповеди. В них рассказывалось о достоинстве Раджаба и о пользе благих деяний в этом месяце. Раджаб является одним из 4 запретных месяцев. Награда за любое благое деяние или наказание за запретное многократно увеличиваются с наступлением этого месяца. عربشة بوصل بني باخ لدينا بوصل بني جباه كان شغلات عادنا قصصادنا دهواتنا ديل دينا خا قدس بيتنا что على биргенду. Передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, делал в этот месяц следующее дуа: «О Аллах, благослови нас во время месяцев Раджаба и Шаабана и помоги нам достичь Рамадана». Шамиль Эрсанбиев, Имран Абазаев, Аюб Шахидов. Неделя.
Дом моды «Фирдаус», который возглавляет дочь главы республики Айшат Кадырова, представила свою новую коллекцию платьев «История любви» в Париже. Показ, посвященный десятилетию бренда, состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля «Русские сезоны». Амина Шахгиреева продолжит. «История любви» – так называется новая коллекция бренда Айшат Кадыровой, которую она представила в Париже. Показ, посвященный десятилетию модного дома «Фирдаус», состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля «Русские сезоны». Публике было представлено около 50 нарядов. Все они сочетают в себе женственность, элегантность и изящество. Каждое платье вышито вручную, материалы разные. Шифон, кашемир, кожа. В основном преобладают светлые тона. Есть в коллекции наряды ярких цветов. Однако здесь также присутствует сдержанность и изысканность. Эта коллекция «История любви». Вдохновением для наших принтов послужили горы, небо и Эдельвейс. Именно этот цветок является талисманом любви и верности. Существует очень красивая история происхождения Эдельвейса, и сегодня мы ее рассказали. Представленные наряды передают всю красоту вайнахской культуры. Символичным было и музыкальное сопровождение. Девушки выходили под игру артистов симфонического оркестра Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова. На показе присутствуют гости из более чем 50 стран, среди них известные модельеры, актеры и деятели искусства. Все они были в восторге от этой коллекции. Модный дом «Фирдаус» начал свою работу в 2009 году. К Айшат он перешел от матери в 2016. С самого начала своего функционирования он носит статус одного из самых известных и изысканных в России. Бренд уже имеет сеть магазинов. Вот и в Париже «Фирдаус» открыл свой шоурум. Амина Шахгиреева, Джабраил Синеев. Неделя. Республиканская детская клиническая больница заняла первое место в номинации «Медицинская организация педиатрического профиля 2019 года». Опередив всех конкурентов, медучреждение вышло в лидеры. Результаты конкурса стали известны на открытии 21-го Конгресса педиатров России. Слово Еве Тайсумовой. Профессионализм врачей, развитие инфраструктуры, уровень материально-технической базы и снижение уровня детской смертности. Именно по таким критериям определяли лучшую медицинскую организацию педиатрического профиля на 22-м Конгрессе педиатров России. Опередив всех своих конкурентов, в числе которых были ведущие детские клиники страны, больница имени Елизаветы Петровны Глинки вышла в лидеры. То, что выбрали нашу больницу, то, что мы заняли первое место, для нас, я думаю, не стало таким большим сюрпризом, потому что была проделана большая работа, начиная от санитарки до врачей, врачебного персонала. И ту помощь, которую нам оказало руководство республики, руководство Министерства здравоохранения. Эта победа – большое достижение не только для Республиканской детской клинической больницы, но и всей системы здравоохранения. Несмотря на то, что конкурс проходил в жесткой конкуренции, по всем критериям чеченская лечебница стала абсолютным лидером. В качестве приза за победу клинике выдали сертификат на приобретение оргтехники. Хотя учреждение оснащено современным оборудованием, дополнительная помощь не помешает, признаются здесь. Ведь больница является головным детским клиническим центром. Здесь оказывается помощь детям республики и близлежащих территорий Северного Кавказа. У нас в день госпитализации в некоторые плановые дни может достигнуть до 120 человек и более. Имеется 16 клинических отделений. Принимаем мы детей в возрасте от 28 суток до 17 лет включительно, со всеми практически заболеваниями, за исключением инфекционной патологии, туберкулеза и психиатрия. И к концу этого года уже ожидается открытие инфекционного корпуса. В штате учреждения трудятся кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, а также заслуженные врачи Чеченской Республики и Российской Федерации. Здесь решают самые сложные медицинские проблемы. К примеру, Танзила Межеева уже посещала ряд медучреждений в соседних регионах республики. Однако выявить ее болезнь и назначить правильное лечение смогли только здесь. Да, конечно, выезжали. Кайца результат, ахшнж дадалар бем ка результат языр куза ца капек цаяха ца молх цадяха ца я аман сагатта еще эс аргунерсай телефон я чо я шадек хакар хазнех сануктин ахсон дел рейс халахан. 15-летний Тамила хорошо учился в школе и с удовольствием ее посещал. Однако после внезапных отеков на лице и теле мальчик стеснялся даже выходить из дома. Как оказалось, у Тамилана были проблемы с почками. Уже через несколько дней пребывания в больнице мальчику стало лучше. Когда я сюда пришел, у меня сперва были отеки ног. Мне врач Амина сказала, что
это все пройдет через неделю. И я так излечился. Ну, пил таблетки, ел нормальную пищу, соблюдал свою диету. В составе клиники 16 стационарных отделений, 6 параклинических отделений и вспомогательные службы. Структурным подразделением больницы является консультативно-диагностическая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в день. Ева Тайсумова, Магомед Бачаев, Джабраил Синиев. Неделя. Детство без опасности. В Чеченской Республике стартовала федеральная программа обучения родителей правилам перевозки детей. Несколько раз в неделю на базе перинатального центра будут проходить мастер-классы для будущих мам. Специалисты расскажут о безопасной скорости движения в детском режиме, а также о правилах перехода проезжей части дороги с коляской. Подробнее расскажет Амина Шахгириева. Ежегодно в России в результате ДТП погибает около 800 детей, среди них не только пешеходы. Многие родители пренебрегают автокреслами и другими удерживающими устройствами, что приводит к печальным последствиям даже там, где их можно было бы избежать. Мы рассчитываем на то, что те тренинги, которые будут проводиться с молодыми матерями, а мы наблюдаем на наших дорогах с каждым днем женщин, водителей становится все больше. Если мы сможем объяснить матери, что перевозка детей в салоне автомашины – это очень безопасная перевозка детей в салоне автомашины. Это очень важно на дорогах нашей республики. Даже если мы сможем объяснить это одному человеку, то мы считаем, что это уже результат. В большинстве случаев ответственность за пострадавших ДТП детей ложится на взрослых. Причина банальна – незнание элементарных правил перевозки маленьких пассажиров. Поэтому был создан федеральный проект «Детство безопасности». Мы очень надеемся, что при поддержке этот проект действительно станет значимым и нужным для жителей республики и позволит изменить мнение участников дорожного движения о необходимых мерах по безопасности. Проект стартовал в 30 регионах России еще в прошлом году, а в этом эстафету принимает Чеченская Республика. Несколько раз в неделю на базе перинатального центра будут проходить мастер-классы для будущих мам. Специалисты наглядно объяснят, как обеспечить безопасность малыша в дороге. А когда мы устанавливаем кресло, у нас есть много разных способов, но ребенка до года мы ставим только таким образом. Также расскажут о безопасной скорости движения в детском режиме и о правилах перехода проезжей части дороги с коляской. Я считаю, что в этом проекте большой резерв для снижения травматизма, детского травматизма на дорогах. Потому что мы, как врачи, мы понимаем, что упредить, профилактировать ситуацию любую легче, чем последствия ее лечить. Детское кресло, бустер или специальная накладка для ремня безопасности. Выбирать следует исходя из возраста, веса и даже роста ребенка. Стоимость удерживающих устройств разная, но в целом приемлемая. Главное помнить, что жизнь и здоровье ребенка бесценны. Амина Шахгириева, Азан Идрисов, Аюб Шахидов. Неделя. «Жизнь без войны». Юные актеры творческого коллектива «Амат» селения Алханкала представили программу про выселение войнахских народов в Среднюю Азию и Казахстан. Мероприятие прошло в Чеченском государственном университете. Здесь также был презентован фильм сотрудника телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова Ахмеда Аюбова. Картина повествует о разных этапах истории Грозного. После просмотра фильма люди делились со мной своими впечатлениями, эмоциями. Да? Они говорили, чтобы я смог им передать фильм, что они будут с радостью снова и снова смотреть, размещать. Уже поступило несколько предложений от разных организаций, чтобы они смогли у себя показать этот фильм. Мы думаем, и в ближайшее время, иншаллах, этот фильм будет показан также в других площадках нашей республики. В Подмосковье прошел необычный товарищеский матч по футболу. На территории учебно-тренировочного центра «Сатурн» встретились две команды. В одной – представители Московской духовной академии, а в другой – футболисты Духовного управления мусульман Московской области. Все подробности в следующем сюжете. Православных и мусульман Подмосковья связывает давняя дружба. Религиозные организации совместно реализовывают социальные проекты. Однако на футбольном поле они встречаются впервые. Обычно говорим, что спорт вне политики, вне религии, но здесь цель как раз этого матча, чтобы наши отношения через спорт вывести на качественно другой уровень. Ребята стараются, играют на полное поле, то есть это такой уже подвиг со стороны одной и другой команд. Вот, но это, скажем, представители духовных
сословий. Поэтому здесь как раз мы видим, что они готовы на подвиг, и не только на духовный, но и физический. Идея проведения такого необычного турнира была предложена Министерством физической культуры и спорта Московской области. По словам Романа Терешкова, главная цель мероприятия – укрепить отношения между мусульманами и христианами в регионе. Действительно, мы многонациональная, многоконфессиональная страна, и когда две конфессии встречаются на поле, это всегда очень интересный, хороший ажиотаж. А наша задача и проекты русского мира создавать именно такие продукты, проекты, которые будут вести на укрепление именно партнерских, братских отношений между различными конфессиями. Матч проходил в учебно-тренировочном центре «Сатурн» в Кратово. Он был приурочен к 75-летию Победы. Аллах говорит: «О люди, воистину мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». Вот как раз сегодня мы узнавали друг друга ближе. Это как раз футбол объединяет нас. 6-3. Игра завершилась победой Духовного управления мусульман Московской области. Участники договорились провести матч-реванш. В свою очередь, организаторы надеются, что эта игра станет началом новой, доброй традиции. Асхаб Зазалаев, Азан Идрисов, Аюб Шахидов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кёлшу, Марш Ойл.